Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшар. Я и мои коллеги подготовили для вас самые свежие темы на сегодняшний день в Абхазии. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 30 миллионов рублей выделено в этом году на лечение бесплодия с использованием метода ЭКО, а также утверждены отчеты об исполнении бюджетов 5 внебюджетных фондов за прошлый год. ВАК и Общественный центр социальных инициатив запустили проект, направленный на поддержку молодежных общественных инициатив в селах Абхазии. Для защиты граждан и ужесточения правил ношения огнестрельного оружия исполняющий обязанности президента Абхазии Бадре Гунба предложил парламенту законопроект об изменении правил оборота оружия в республике, запрещающий гражданским лицам ношение короткоствольного огнестрельного оружия. Законопроект предусматривает только разрешение на хранение. Цель – повысить безопасность и снизить риск преступлений. 30 миллионов рублей выделено в этом году на межведомственную целевую программу лечения бесплодия с использованием метода ЭКО. Решение принято на очередном заседании Кабмина. Члены правительства утвердили отчеты об исполнении бюджетов 5 внебюджетных фондов за прошлый год, а также рассмотрели другие важные вопросы. Репортаж Гугуцы Вардани. В начале заседания Кабмин утвердил межведомственную целевую программу на 2025 год развития демографии. На ее реализацию предусмотрено 120 миллионов рублей. Исполняющий обязанности министра соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что абхазские семьи, в которых родился ребенок, в течение 6 месяцев должны подать заявки на получение выплат. В 2025 году уже поступило более 125 заявлений на сумму 24 миллиона рублей. До конца 2022 года мы выплачивали на третьего и последующего ребенка в размере 100 тысяч рублей. В 2023 году мы уже выплачивали на рождение второго и последующего, то есть второго 50 тысяч, третьего 100 тысяч, четвертого и последующего 200 тысяч рублей. А уже в 2024 году на первого, второго, третьего 100 тысяч рублей и четвертого и последующего 200 тысяч рублей. То есть мы ежегодно стараемся, усиливаем такую меру поддержки, и вот надеюсь, что у нас и в дальнейшем будут такие возможности. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба отметил, что развитие демографии – это одно из главных направлений, в котором важно работать. Есть многодетные семьи, в которых воспитывают по 8 детей, и им необходима особая поддержка. Мы вот наблюдаем каждый раз в отчетности, что есть динамика роста многодетных семей. С учетом этого, разумеется, можно будет пересмотреть, если такая возможность появится, чтобы не создавать долги, чтобы не создавать там новые какие-то сложности, проиндексировать. Кабинет министров утвердил представленные Национальным банком критерии обязательного контроля валютных операций. Обязательному контролю подлежат валютные операции, равные или превышающие 200 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком Абхазии. Проект согласован с уполномоченными органами, в частности с Национальным банком Республики Абхазия, который в соответствии с нашим законодательством является наряду с Кабинетом министров одним из органов валютного регулирования в Республике Абхазия. Кабмин утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2024 год. Остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 составляет 247 миллионов 876 тысяч рублей. Государство также выплатило 25 миллионов рублей за граждан, незаконно получивших российские пенсии. В 2023 году около 25 миллионов рублей, вы сами в курсе этого вопроса, мы вернули. А в прошлом году 2 миллиона 224 тысячи, вернули эти деньги. И это поступили с Министерства труда, можно так сказать, заявку, и мы его профинансировали. Прокуратура тоже занимается этим, есть уже хорошие там подвижки в этом плане, но это социально несправедливо вообще никакого оправдания этому нет вообще. Справки не выдают вовремя о смерти.
В Абхазии впервые утверждена государственная программа лечения бесплодия методом ЭКО. На нее выделено 30 миллионов рублей из бюджета фонда репатриации. По словам исполняющего обязанности главы Минздрава Эдуарда Бутба, проблема актуальна. Многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика. За последние 3 года число обращений ведомства выросло на 30%. В 2024 году количество таких обращений составило более 50 человек. Учитывая, что лечение бесплодия с использованием ЭКО является дорогостоящим видом лечения, она недоступна для большинства нуждающих внесемейных пар и отсутствия государственной поддержки. По прогнозам Министерства здравоохранения Республики Абхазия, бюджет программы позволит обеспечить лечение бесплодия использованием метода ЭКО более 50 заявителям. Утверждена ведомственная среднесрочная целевая программа совершенствования национальных счетов и расчета ВВП. Ее реализация предусматривает 2 этапа – автоматизацию формирования статистических отраслевых отчетов, реализацию программных мероприятий по переходу на международный стандарт расчета ВВП. На сегодняшний день во всем мире расчет внутренней валовой продукции производят по методу конечного использования. У нас мы к этому перешли буквально пару лет тому назад, но и параллельно мы рассчитываем, сам механизм расчета связан с тем, что не по конечному пользованию, а по производственному методу. Но связано с тем, что сбор информации очень слаб. У нас не все сектора экономики и не все сферы деятельности охватываются для расчета ВВП. Кабмин также утвердил отчеты об исполнении бюджетов еще 4 фондов – государственного, внебюджетного фонда инвалидов, Отечественной войны народа Абхазии, Дорожного, фондов обязательного медицинского и социального страхования. Гугу Савардани, Налгвинже, Абхазское телевидение. В прошлом году в республике издали 29 тысяч экземпляров учебной литературы для школ и детских садов, сообщил исполняющий обязанности министра просвещения Налгаблия Владимир Уделба. Он отметил отсутствие нехватки учебников и показал новые издания по истории Абхазии и русскому языку. Все подготовительные классы и старшие группы детсадов получили материалы программы «Охупча». Габлия также упомянула о совместных мероприятиях с Россией для улучшения образования. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил поздравительный адрес главе МИД России Сергею Лаврову по случаю его юбилея. Абхазия высоко ценит ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами. Народ Абхазии признателен вам за вашу постоянную поддержку и внимание, говорится в частности в поздравлении. Бадра Гунба пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов в важной миссии, а также мира, благополучия и долгих лет жизни. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поздравил Сергея Лаврова с юбилеем. Ваша готовность к открытому и предметному обсуждению ключевых вопросов двусторонних отношений, а также единство наших подходов к международной повестке дня вновь подтвердили, насколько прочны и многогранные связи между Абхазией и Россией, говорится в поздравлении. Вопросы взаимодействия ведомств на приграничных территориях при ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде обсудили руководители государственных инспекций по маломерным судам Абхазии и России. Встреча проходила в Сочи. Стороны рассмотрели детали и конкретные схемы проведения спасательных работ на воде, особенности досмотра и оформления маломерных судов. Также обсуждалась перспектива проведения соревнований на базе федеральной территории Сириус среди матросов-спасателей с участием представителей МЧС нашей страны. По подозрению в сбытии наркотического средства в особо крупном размере задержан житель села Псахара. Далее оперативная съемка МВД. Житель Гагрского района Бастаджан Андрей Хачикович, 1981 года рождения, привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения с целью сбыта, а также ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере.
Данные преступления выявили сотрудники УКОН МВД в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району. На момент задержания гражданин хранил при себе наркотическое средство, свертки с которым были изъяты при личном досмотре последнего. Данные свертки, которые мы у вас изъяли, что это за вещество? Метадон. А где вы его приобрели? В Российской Федерации. В Российской Федерации. Вы сами его возили на территорию республики? На территории республики Абхазия осуществляли вы тайные закладки? Да. А где именно вы осуществляли? В Колхиде. В Колхиде. Так, гражданин, есть у вас что-либо еще запрещенное? Дома. Еще, да, находятся наркотические вещества. Что там, что за Метадон. вещество? Тоже метадон? А для чего он вам нужен? То же самое. То же самое для распространения, да, получается, путем тайных закладок. При осмотре подсобного помещения домовладения в селе Псахара по месту проживания задержанного среди личных вещей гражданина Бастаджан были обнаружены сотовые телефоны, в одном из которых установлено приложение геолокации. Я здесь вижу приложение GPS-камера. Это приложение предназначено для того, чтобы точным образом фотографировать и передавать людям место, где вы находитесь. Допустим, мы сейчас сфоткаем, и здесь выходят координаты места. Продолжается из одной комнаты. При дальнейшем обследовании хозяйственного помещения сотрудники милиции обнаружили пакет с жестяной коробкой, обмотанной изоляционной лентой. Внутри данной коробки находится вещество светлого цвета, кристаллообразное, порошкообразное. Также находится одна капсула с надписью ПГН-300 красно-белого цвета. Обнаруженное вещество было изъято и впоследствии исследовано в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел. Также изъяты фасовочные полиэтиленовые пакеты малого объема. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием гражданина Бастаджан, последний указал на места ранее сделанных им тайных закладок с наркотическим веществом в городе Гагра по улице Виноградная, а также приготовленные к реализации свертки были обнаружены и изъяты на разных участках местности по улице Комарова. Камней под камнем на земле лежит изолированный красной изолентой сверток. Аналогично полиэтиленовый пакет с веществом светлого цвета. Ранее на территории Республики Абхазия сколько произвели? 20. Около 20 закладок. За одну сделанную тайную закладку денежное вознаграждение в размере 700 рублей. состояли на связи ваш куратор, организатор Зуля. Как ранее оперативным путем установлено, данный наркоканал работал под магазином «Фокс». В общей сложности, согласно экспертной справке, масса наркотического средства метадон, изъятого у гражданина Бастаджан при личном досмотре по месту его проживания, также ранее сделанных тайных закладок для последующей реализации, составила порядка 17 граммов. Гражданину Бастаджан Андрею Хачиковичу вменяется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, ввоз таковых на территорию Республики Абхазия, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества. Последний на время предварительного следствия заключен под стражу. Расследование по данному уголовному делу проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия. В Вагу прошла встреча уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия со студентами отделения международных отношений. Детский омбудсмен рассказал о деятельности аппарата уполномоченного, механизмах защиты прав детей в Абхазии, ответила на вопросы студентов. Встреча прошла в рамках курса лекции «Права матери ребенка в Вагу». Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс и автономная некоммерческая организация «Общественный центр социальных инициатив» начали сотрудничество в рамках Фонда президентских грантов России. Запущен проект, направленный на поддержку молодежных общественных инициатив в селах Абхазии. Алика Трапш расскажет подробнее. Совместный проект ВАК и автономной некоммерческой организации «Общественный центр социальных инициатив» направлен на поддержку молодежных общественных инициатив в селах Абхазии, выстраивание долгосрочных партнерских отношений между некоммерческими организациями России и неправительственными организациями Абхазии. В рамках проектной деятельности будут созданы условия для развития местных общественных инициатив Галского, Гудаутского, Ачимчирского и Тукарчалского районов. Социальное проектирование, которым и мы занимаемся, и наши партнеры занимаются, это вот
та общая точка, на которой мы построили свой диалог. И когда мы понимали, что у нас есть достаточно много общих идей, общих мыслей, у нас и родился проект. Мы участвовали в конкурсе, мы выиграли этот конкурс. И вот мы сегодня приехали познакомиться уже более близко с теми сельскими районами, где планируем продолжать свою деятельность. В рамках проекта для подростков и молодежи сельских населенных пунктов будут проводиться тренинги по социальному проектированию, отобраны и поддержаны молодежные инициативы, разработанные в ходе этих тренингов. Поддержка молодежных инициатив будет включать в себя закупку всего необходимого для реализации молодежной инициативы и консультационную и организационную поддержку молодежных команд с сотрудниками проекта в ходе реализации. Благодаря поддержке наших коллег запланирована организация некого общественного пространства внутри школы. Это будет некоторая комната. У нас предусмотрен небольшой косметический ремонт, если нужно будет. Очень часто в школах есть такие помещения, которые они хотят оборудовать для того, чтобы дети могли в дальнейшем какие-то тренинги проводить, дискуссионные клубы проводить. Или вообще для сельчан какое-то оборудованное место, где можно было бы онлайн с кем-то связываться. То есть такие помещения сейчас в наше время очень актуальны, и поэтому будет возможность оборудовать, сделать некий косметический ремонт и технически оборудовать. Также в рамках сотрудничества будет организован праздник в детском реабилитационном центре «Мы вместе» в Цандрепше и республиканском реабилитационном центре в Сухуми для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Работаем много, работаем давно с молодежью, но абхазская молодежь особенная. Особенно у них свои видения. Мне понравилось то, что они очень сплоченные, очень сплоченные. Естественно, культура, воспитание, это нельзя не отметить. Это прям до мурашек, честно сказать. Очень приятно было. И нас встретили, соответственно, тепло. Вот. И вот эти инициативы, которые сейчас они на этапе, нам высказали, да, на первом этапе, я думаю, что в перспективе они перерастут вот от каких-то местных, локальных, сельских, они перерастут во что-то глобальное, потому что они детскими глазами смотрят достаточно по-взрослому. Поэтому я думаю, что наша совместная работа направлена на то, чтобы молодежь умела принимать решения, умела планировать и, самое главное, умела брать на себя ответственность за свои решения. Потому что когда для молодежи делается со стороны родителями, взрослыми, учителями, наверное, не всегда получается воспитать у них ответственных граждан. Поэтому совместная работа, я думаю, будет направлена на то, чтобы наша молодежь дружила во имя мира. Подписание соглашения между ВАКом и автономной некоммерческой организацией «Общественный центр социальных инициатив» станет началом большого пути, на который уже ступили обе организации. Аля Катравш, Фатима Гергия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В этом году из резервного фонда Кабмина выделено 600 тысяч рублей на отстрел волков и шакалов. Эта мера направлена на регулирование популяции хищников, которые могут представлять угрозу для сельскохозяйственных животных и местных жителей. За каждого уничтоженного волка будет выплачено 5000 рублей, а за шакала 2500. Для получения вознаграждения охотники должны предоставить доказательства отстрела в специальные пункты приема. Выделено 600 тысяч рублей на отстрел диких плотоядных. Из этих денег 5000 рублей пойдет на волка, а 2500 на шакала. Прием будет проходить для Гагрского и Гудаутских районов в городе Гудаута по улице Очимчирской в Государственной ветеринарной службе Гудаутского района. Для Сухумского и Гулрыбского района будет проходить прием диких плотоядных в селе Баслат Сухумского района в Государственной ветеринарной лаборатории. Вот. А для Творчалского, Очимчирского и Галского районов прием будет проводиться в городе Очимчира в районной ветеринарной службе по улице Очимчирской.
Веселая математика. Под таким названием прошла викторина среди учащихся третьих классов столичных школ. Задания игры были направлены на развитие логического мышления, учили рассуждать, воспитывали любовь к математике. В ходе игры ребятам не раз пришлось проявить математическую смекалку, находчивость, продемонстрировать свои знания. Мероприятие проходило исключительно на абхазском языке. В результате победу одержали учащиеся третьей школы. Второе место разделили учащиеся 4 и 5 школ, а третье место у 10 школы. Викторина была организована Управлением образования администрации города Сухум. А в завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода. В субботу дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 4,9 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.